Здравствуйте, уважаемые учителя математики. Мы продолжаем подготовку к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников по математике. Меня зовут Тыканаева Оксана Павловна. Я учитель математики МОБУ ЕГЭЛ. Так, рассмотрим следующую задачу. В 5 из 9 кружков на картинке записаны числа от 1 до 5. Замените цифрами 6, 7, 8 и 9 оставшиеся кружки А, Б, С, Д, так, чтобы суммы 4 чисел вдоль каждой из 3 сторон треугольника были одинаковыми. Из условия следует, что сумма А плюс С плюс 3 плюс 4 равняется сумме 5 плюс D плюс 2 плюс 4. Из этого равенства следует, что D плюс 4 равняется А плюс С. Заметим, что 13 больше либо равно, чем D плюс 4, равное А плюс С, которое, в свою очередь, больше либо равно 6 плюс 7. Отсюда следует, что D равно 9, а и С это 6 и 7 в некотором порядке. Отсюда мы получаем, что B равняется 8. Сумма чисел вдоль каждой из сторон равна 5 плюс 9 плюс 3 плюс 4 равно 20. Подставляем 5 плюс 1 плюс 8 плюс А равно 20. Отсюда следует, что А равняется 6. Следующее. 6 плюс С плюс 3 плюс 4 также равняется 20. Мы получаем, что С равно 7. И получаем ответ. А равняется 6, Б равняется 8, С равняется 7, Д равно 9. Вот окончательная картинка. Следующая задача. Большой прямоугольник состоит из 3 одинаковых квадратов и 3 одинаковых маленьких прямоугольников. Периметр квадрата равен 24, а периметр маленького прямоугольника равен 16. Чему равен периметр большого прямоугольника? Напоминаю, что периметр фигуры – это сумма длин всех ее сторон. Так, вот у нас имеется рисунок, который состоит из 3 одинаковых квадратов и 3 одинаковых маленьких прямоугольников. По условию периметр квадрата равен 24. Тогда сторона квадрата будет равняться 24 разделить на 4 равно 6. 24 разделить на 4 равно 6. Так, периметр прямоугольника равен 16. Чтобы найти другую сторону прямоугольника, мы от 16 отнимаем 6 умножить на 2 и делим на 2, получаем 2. Большой прямоугольник, получается, имеет размеры 8 на 18. 8 на 18.
Здесь у нас 2. Здесь у нас 6. Здесь у нас 6, 6 и 6. Размеры большого прямоугольника 8 на 18. Значит, периметр большого прямоугольника будет равен 2 умножить 8 плюс 18 равно 52. Получаем ответ 52. Так, следующее задание. В набор входят 8 гирь, 5 одинаковых круглых, 2 одинаковые треугольные и 1 прямоугольная гиря весом 90 грамм. Известно, что 1 круглая и 1 треугольная гиря уравновешивают 3 круглые гири. Кроме этого, 4 круглые гири и 1 треугольная уравновешивают 1 треугольную, 1 круглую и 1 прямоугольную гирю. Сколько весит треугольная гиря? Так, то есть у нас вот имеется такая картинка, где показано равновесие гирь. И что мы видим? 1 треугольная гиря равняется 2 круглым гирям. 3 круглые гири равны 1 прямоугольной, и это равно 90 граммов. Отсюда мы можем найти вес круглой гири. 90 делим на 3, получаем 30 граммов. Вес треугольной гири равен весу 2 круглых гирь. 2 умножаем на 30, получаем 60 граммов. Ответ: вес треугольной гири 60 граммов. Следующее задание. По кругу стоят 7 шкатулок. В каждой из них лежит несколько монет. На рисунке изображено, сколько монет в каждой шкатулке лежит. За один ход разрешается переложить 1 монету в соседнюю шкатулку. Какое минимальное количество ходов потребуется, чтобы уравнять количество монет во всех шкатулках? Заметим, что всего суммарно монет 91. У нас имеется 7 шкатулок. 91 делим на 7. В каждой шкатулке должно быть по 13 монет. И для того, чтобы уравнять количество монет во всех шкатулках, мы перекладываем вот таким образом. Перекладываем таким образом, и в результате у нас получается следующая картина. К 4 прибавить 6. Мы переложили 4 и 6 монет. Плюс 2, плюс 2, плюс 5, плюс 3. Получается, что всего переложили монеты за 22 хода. Здесь можно использовать различные варианты, но этот вариант наиболее оптимальный, который позволяет выполнить минимальное количество ходов. Следующее задание. 11 января 2011 года Баба Яга и Кощей Бессмертный решили посоревноваться в том, кто из них добрее. Каждый месяц Баба Яга делала добро 77 детям, а Кощей Бессмертный 12. Но однажды Кощею надоело быть добрым. 11 января
2021 года Баба Яга подсчитала, что количество ее добрых дел стало в 5 раз больше, чем у Кощея, и тоже прекратила этим заниматься. В какой месяц Кощей перестал творить добро? Укажите месяц и год. Баба Яга делала добро на протяжении 10 лет. Мы 10 умножаем на 12, получается 120 месяцев. Значит, Баба Яга сделала 7 умножить на 120, 840 добрых дел. Кощей Бессмертный выполнил в 5 раз меньше, чем Баба Яга. 840 делим на 5, получается 168 добрых дел, и делим на количество выполненных добрых дел. 168 делим на 12, получаем 14 месяцев. 14 месяцев Кощей казался быть добрым и перестал быть таковым на 15-й месяц. То есть это событие произошло в марте 2012 года. В марте 2012 года. Так, следующее задание. В начале января 2018 года мать и отец стали копить на новую квартиру. Зарплата им поступала 15 числа каждого месяца. И после каждой зарплаты мать откладывала 12 тысяч рублей, а отец 22 тысячи рублей. Однажды доходы у отца упали, и семья решила всю его зарплату тратить, а откладывать только с зарплаты матери. 11 октября 2020 года оказалось, что накопление матери в 2 раза больше, чем накопление отца. С какого месяца и года зарплата отца идет на текущие расходы семьи? Укажите месяц и год. Но эта задача похожа на предыдущую. Так, что мы имеем? К октябрю 2020 года прошел 2018 год, 2019 год и плюс 9 месяцев 2020 года. Суммарно получается 33 месяца. Накопление зарплаты матери мы количество месяцев умножаем на 12 тысяч рублей. Получается накопление матери 396 тысяч рублей. Накопление отца в 2 раза меньше. 396 делим на 2. И полученный результат делим на ежемесячную сумму 22. Получается, что в течение 9 месяцев семья откладывала зарплату отца. То есть понижение дохода произошло через 9 месяцев, в октябре 2018 года. И давайте рассмотрим последнюю задачу. Шоколадный батончик весил 400 грамм и стоил 150 рублей. Недавно в целях экономии производитель уменьшил вес батончика до 300 грамм,
а его стоимость повысил до 180 рублей. На сколько процентов увеличился доход производителя? То есть массу уменьшили, а стоимость повысили. Так, на сколько процентов повысилась стоимость 1 килограмм 200 грамм? 1 килограмм 200 грамм. До повышения это количество стоило 450 рублей, а после повышения 180 умножаем на 4, получаем 720 рублей. Повышение составляет 270 рублей на 1,2 килограмма, который стоил 450 рублей. Чтобы узнать процент, мы 270 делим на 450 и умножаем на 100%. В результате получаем, что доход производителя увеличился на 60%. Ну, вот такие текстовые задачи можно предлагать обучающимся 5-6 классов при подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников. Спасибо вам большое за внимание. Успехов! До свидания.